Следующий наш сюжет о порядке действия по регистрации изменений конструкции транспортного средства. Добрый вечер, уважаемые жители Очерского района. В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу внесения изменений в конструкцию транспортного средства хотим сообщить порядок данной процедуры. Перед проведением процедуры внесения изменений в конструкцию транспортного средства, то есть установка газобаллонного оборудования, замена фургона транспортного средства на грузовую платформу или самосвальную платформу, необходимо обратиться в специальную аккредитованную организацию и получить заключение предварительной технической экспертизы о возможности изменений в конструкцию транспортного средства. Список данных организаций размещен в сети интернет. После получения положительного заключения о экспертизе о возможности изменений в конструкции транспортного средства нужно обратиться в подразделение ГИБДД, при этом независимо от места нахождения или места регистрации физического лица и юридического лица. При обращении в ГИБДД собственник транспортного средства представляет документы на транспортное средство, документы, удостоверяющие личность, также заключение предварительной технической экспертизы о вводимых изменениях. По результатам рассмотрения данного заявления производится осмотр транспортного средства на предмет его соответствия конструкции, в результате чего дается согласие на внесение изменений. Далее собственник транспортного средства с подписанным заявлением обращается в специальную организацию, где вносятся изменения в конструкцию транспортного средства, то есть устанавливается газобаллонное оборудование или производятся иные манипуляции с транспортным средством, установка дополнительных сидений или демонтаж, наоборот, сидений. По результатам изменений данной организации выдается заявление декларации об объеме и качестве выполненных работ. С данными документами уже гражданин обращается в пункт технического осмотра, в связи с чем проводится технический осмотр транспортного средства и собственник получает диагностическую карту о прохождении технического осмотра. С данной диагностической картой, также с заявлением декларации об объеме и качестве выполненных работ, а с заключением предварительной технической экспертизы, собственник транспортного средства обращается в организацию, выдавшую заключение предварительной технической экспертизы. Данные документы там рассматриваются и выдается протокол технической экспертизы конструкции после внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Со всеми указанными документами заявитель вновь обращается в подразделение ГИБДД, также предоставляет документы, удостоверяющие личность, документы на транспортное средство, заявление об объеме и качестве выполненных работ, диагностическую карту, протокол технической экспертизы по результатам внесенных изменений транспортного средства в конструкцию транспортного средства, квитанцию об уплате госпошлины и транспортное средство для осмотра. После осмотра транспортного средства по результатам рассмотрения представленных документов заявитель получает свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности. Данное свидетельство выдается в управлении ГИБДД по адресу город Пермь, улица Бульвара Гагарина, 80. Данным свидетельством гражданин обращается в подразделение РО ГИБДД, и далее происходит процедура замены свидетельства о регистрации транспортного средства, где ставится отметка о внесенных изменениях. В случае обращения лица в ГИБДД с заявлением о внесении изменений в конструкцию транспортного средства или с заявлением в РЭО ГИБДД для внесения оборудования в регистрационный документ с установленным оборудованием без оформления указанных документов, гражданин будет привлечен к административной ответственности по статье 12.5 части 1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, то есть управление транспортным средством с техническими неисправностями. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.